Так, слово предоставляется представителю так, Министерства внутренних дел. Так, куда это? Абдралиев Арген Турумбекович. Сейчас, секунду. Абдралиеву Аргену Турумбековичу, а? Да. Давайте. Здравствуйте, уважаемые председательства, уважаемые судьи Конституционного суда. Мы МВД ранее давали свою правовую позицию по обращению Айткулова. Также хочу вкратце остановиться, что в части 5 статьи 100 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики закреплено, что процессуальное право участников судебного процесса, а также право лиц, чьи права и интересы были затронуты решением судов, в том числе право на обжалование решения приговоров, а также порядок их осуществления, определяется законом. То есть указанная норма имеет отсутственную форму, то есть она отсылает право применительно относительно права на обжалование решения приговоров, а также порядок их осуществления в УПК, да? В свою очередь, в частях 1 и 2 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики вышеотмеченные конституционные положения конкретизируются и устанавливается, что в соответствии с требованием главы 46 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики приговор, не вступивший в законную силу, а также иные судебные акты суда первой инстанции могут быть обжалованы сторонами в апелляционном порядке. Право на обжалование решения принадлежит обвиняемому, оправданному лицу, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, адвокату, их адвокату, представителям государственного обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему его представителю, а также лицам, на имущество которых наложен арест. То есть под иными лицами нужно понимать, что это лица, на имущество которых наложен арест. Да? В связи с чем мы считаем, что нормы УПК и в части статьи 1 и 2, части 1 и 2 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса соответствует норму Конституции Кыргызской Республики. Все, да?